Бокс – второй по популярности вид спорта в мире. В Ингушетии это спортнаправление развивается быстрыми темпами. Отличные выступления ингушских боксеров на международных аренах – лучшее подтверждение правильного вектора развития. Наград много не бывает. Первенство России и Европы, престижные кубки Никифорова и юность России. Наша молодежь на протяжении года завоевала не менее 100 медалей различных достоинств на международных аренах, четверть из которых золотые. Президент Федерации бокса Абодар Сигов отметил отличный запас прочности ингушских боксеров и что эти результаты только начало. Последние достижения, которые у нас были для наших ребят, это были различные соревнования, всероссийские соревнования, чемпионаты России, Кубки России. Ну, естественно, на всероссийских соревнованиях наши ребята выступили на высоком уровне, показали хорошие результаты. На чемпионатах более-менее некоторых весовых категорий не хватило опыта, так как они были молодыми. Но команда, которую мы сейчас выставляем, это молодой состав, обновление крови, как бы говорится, и надежда на будущее, через пару лет, которые должны выстрелить очень на высоком уровне. Сейчас Федерация бокса Ингушетии в первую очередь делает акцент на формировании сборной нашего региона. Каждое достижение спортсмена строго фиксируется, а выступления просматривают несколько опытных тренеров и президент Федерации. У нас сформирована уже команда сборной Ингушетии, но сейчас переходные России. После этого возраста меняются, юниоры выходят на взрослые возраста, а мы сейчас будем отбирать заново новый возраст. И, конечно, естественно, среди них есть очень талантливые ребята. Последние достижения ингушских боксеров – 18 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей на открытом турнире в Ставропольском крае, посвященном Дню народного единства. В последнее время конкретно поменялось то, что тренера работают, все тренера включились, довольно очень. Сейчас ребята выезжают на всероссийские турниры класса Б и показывают хороший результат. Вот у нас в последнее время проходил всероссийский турнир класса Б. Он был в Ставропольском крае, и они там показали очень хороший высокий результат, больше 21 мест из 40 человек. Одно из самых высоких достижений за этот год – победа на юношеском первенстве России по боксу. Саид Алмазов выступал в весе до 91 килограмма. На турнире одолел 3 соперников. Попался очень хороший соперник из Московской области с такими очень хорошими данными, высокий. Я с ним боксировал на Кубке России в декабре месяце. В третьем бою я его там выиграл, но очень сложный бой был. Сейчас, альхамдулилля, реванш не дали ему. Взлет бокса в Ингушетии стал возможен благодаря в первую очередь тренерскому штабу, которые выстроили четкую схему развития молодежи и, конечно, труду Министерства спорта и Федерации бокса Ингушетии. Раньше люди занимались на улицах, в подвалах, где показывали намного лучшие результаты. На сегодняшний день, имея такие залы, имея над собой головой крышу, это грех даже сказать, что нет условий. Дети хотят, идут, и родители пускают сейчас в последнее время, так как это же олимпийский вид спорта, и тем более у нас бокс в республике развитый, у нас есть свои олимпийские чемпионы мира, и это показатель того, что этот вид спорта можно отдать детей. Необходимые условия и спортивная база есть. На 2022 в планах принять участие как можно в больших турнирах. Необходимо набрать баллы для попадания в сборную страны. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24.